Друзья мои, добрый день, я вас приветствую. Канал Политгараж, теперь уже 1000-ник. Я вас всех поздравляю, огромное всем спасибо, что мы все-таки превзошли сами себя. Нас стало более 1000. Это уже радует. Ну, конечно, в финансовом плане это нам никак не помогло, потому что, видимо, у нас недостаточное количество просмотров. Но, в принципе, посмотрим. Вот, для развития нашего канала и достаточно того, что, друзья мои, вы смотрите и оставляете комментарии. Так, а у нас рабочий день, и сегодня понедельник. На улице мороз. Утром было, как обычно, 19 градусов, сейчас немножко потеплело, уже 14. Солнце яркое светит. Вообще просто красота. В машине, конечно, немножко прохладно, но, в принципе, терпимо. Мы, как говорится, люди северные, и не мерзнет, или как там говорят, мерзнет, короче, не тот мерзнет, кто родился в Якутии, а тот, кто тепло одевается. Поэтому мы одеваемся нормально, как положено в Якутии, на севере. Так, а мы, друзья мои, едем вот по шоссе Кирова. Сейчас у нас небольшая задача, нужно съездить, забрать кое-какие детали. И будем по ходу пьесы, как говорится, смотреть, что мы видим и куда мы едем. Огромное, конечно, всем спасибо за комментарии, друзья, блин. Я, конечно, там выполнил некоторые заявочки. По одной заявочке мне все-таки осталось сомнение по поводу улицы Ленина, дом, какой дом, 36А, по-моему, да? Или 26А, что-то я уже подзабыл. В общем, мы все-таки по светлу как-нибудь проедем туда и посмотрим. Вот такие дела. Сейчас мы на улицу Советскую выехали и проедем по центральной, прям по центру. Не будем по закоулкам, там мы уже были. А на Советской я не помню, что я рассказывал или нет. Здесь новые супермаркеты и магазины открывались, которые в последнее время. Ну вот днем их можно получше рассмотреть. Здесь постоянно днем вот эти вот все парковки заняты, потому что люди здесь работают в основном и оставляют здесь свои автомобили. Хоть спорттовары, я вам замечу, что он всегда стоял на этом месте и стоит. Телерадиокомпания «Алмазный край», друзья, специально вот для вас заверну сюда поближе. Кто помнит здание телецентра, оно всегда здесь и стояло. Ну теперь оно, видите, какое красивое телерадиосеть. Красивые такие у него сайдинги. Здесь же ТРК «Алмазный край», по-моему, располагается. Вот. Так, дальше опять назад сейчас выезжаем. Видите, здесь огромное количество березок. Здесь сохранили для грядущих поколений. Друзья, кто сажал эти березы? А я помню, это происходило еще, по-моему, в годах, наверное, 70-х. Вот они до сих пор растут. Респект вам и уважуха, как нынче модно говорить. Вот здесь вот возле магазинчика этого, смотрите, вот Советская 5, да, между ним и вот этим зданием, вот этим, да, Советская 3, наверное, да, вот этот березы обещали вырубить и сделать автостоянку. Ну, как бы народ поднялся, вроде пока отстояли. Видите, какие красивые, огромные, старые эти березы. Им стоять и стоять еще здесь. Хотят маленько их подрезать. Кому-то не хватает места для автостоянки. Ну, я думаю, что все устаканилось. Наверное, скорее всего, не будет там никакой парковки. Потому что это еще летом хотели сделать. Кто-то из предпринимателей там хотел сделать стоянку для автомобилей. Ну, кто приезжает в магазин. Было, по-моему, слушание какое-то в администрации по поводу этой стоянки. Ну, я не был, не знаю, скорее всего, ее отстояли. Площадь Кривошапкина, кто помнит, да, вот мне подписчики пишут, даже какой-то круг стоял там посередине, и машины двигались по правилам кругового движения на этом месте.
Сейчас, конечно, здесь обычный перекресток. Он такой немножко несимметричный, но неважно. Вполне себе безопасный. Друзья мои, здесь вот городская поликлиника, здесь больница, то есть здесь стационар так называемый. По-моему, сейчас часть стационара отдали под ковидный госпиталь, там лечат. Здесь же, по-моему, находится эта реанимация. Скорая помощь, здание, да, ну оно здесь уже пожизненно, по-моему, стоит. Ничего не поменялось. Вот эти здания, по-моему, вообще немножко подоблезли они, конечно. Это женская консультация здесь и стоматологическая поликлиника. Они относятся вот к нашей МЦРБ, то есть больнице. И, по-моему, здесь какой-то был, короче, кровь, там лаборатория. Кровь на анализ, там анализ делают кровь. Но имеется в виду, она к больнице относится. Что у нас там дальше интересно? Интересно. У нас там сейчас мы будем проезжать баню. Городская баня, кстати, она работает. Желающие могут, пожалуйста. Единственное, нужно изучить распорядок работы, потому что она не все дни работает. И там что-то было, как, знаете, как старые добрые времена, женский день, мужской день, такого плана. Здесь можно было как-то. Там что-то на ремонте было, какая-то часть. Поэтому работала она не по всем дням. Для пенсионеров также есть скидки. Поэтому, пожалуйста. Так, это мы сейчас едем по улице 50 лет октября. И, конечно, попадаем вот на перекрестке Самосова, попадаем на красный светофор. Мы сейчас туда ехали туда, теперь едем обратно. Я хотел дальше про что вам еще рассказать-то. Конечно, у нас ситуация с этим ковидом вообще непонятно в какие идет, в какие дебри заходит, потому что количество, зараженных и больных по статистике, увеличилось по сравнению с тем, как было летом. У нас там доходило уже до 70 человек по Якутии, да? Сейчас 190. И вроде как опять усиление мер, да? Ну, непонятно, что вот это, к чему это приведет, это усиление мер. То есть масочный режим, штрафы за неношение масок, появление там в общественных местах и так далее. Ну, усиливают, да, ну, опять-таки, общественные места, там, спортзалы и так далее не закрывают. Даже собираются еще тут, насколько я помню, в театре какие-то там концерты в киноконцертном залах проводить. Концерт даже там вроде запланирован на ноябрь месяц, не помню на какое число. Кто-то на гастроли должен был приехать. Вообще это все нормально, ненормально, а? Ну я понимаю, что это ненормально. Какая-то фигня творится с этим коронавирусом. На предприятиях людей при малейших признаках ОРВИ все на больничный сразу же выгоняют. То есть чуть температура, все, ты на больничном. Работают вместо 10 там 3-4 человека на рабочих местах. В администрации, вообще на предприятиях компании Алроса. То есть повыгоняли всех. Я гляжу, люди уже настолько привыкли к этим маскам, да, уже даже вот в машине человек едет в маске. Один. Просто забывают их снимать уже. Такая фигня творится. Вот. Пишите в комментариях, что вы про это вообще, что вы об этом думаете. Я, насколько слышал, там в Европе там вообще что-то творится кошмарное. В Италии, во Франции, Германии и так далее. Там вообще все позакрывали нафиг. Все люди боятся высунуться на улицу. Потому что там штрафы в евро, а это значительно подрывает бюджет семьи, так сказать, да. Ну и одновременно там в Италии проходят какие-то там забастовки, народ бунтует, потому что, ну невозможно вообще, на работу ходить, и постоянно надо все время чего-то бояться, ну и люди не хотят этого, хотят, чтобы
жить нормальной жизнью. Любые болячки все списывают на ковид. Любые заболевания. Непонятно, что будет дальше, как мы будем жить дальше, как работать. Так, Советская улица, да, мы уже все проехали. Сейчас вот сворачиваем сюда во двор, в районе магазина Кристина. Сворачиваем сюда, вот, получается, куда мы едем? Сюда, к этому дому, 13/1. Здесь у них есть аптека, мы сейчас зайдем, нам таблетки прописали, надо купить их сейчас, узнаем, есть, нету, потому что антибиотиков в магазинах, в аптеках нету. И где брать, хрен его знает. Даже простой, какую-то ангину простую, да, никак не вылечишь. Ё-моё, блядь, как это так-то? Я понимаю, там орбидол есть в наличии, да, но антибиотиков-то нету. Из-за этого проблема. Компания Палитра какая-то. Чем она, интересно, занимается? Палитра. Пол-литра. А, ну понятно. Пойдем сейчас в аптечку посмотрим, есть у них азитромицин. Кстати, один из препаратов от ковида. Здравствуйте. Скажите, азитромицин есть у вас? Нет? Ясно, спасибо. Нету, нифига нету. Так, а что же еще там может быть? Какой-то должен быть заменитель, наверное. Ладно, поедем дальше. Алроса, алмазная слава России. Как я уже говорил, да, много раз уже проезжал эту вывеску. Была, теперь не знаю, чем мы будем славиться. Пока еще немножко, конечно, Алроса зарабатывает, добывает алмазов в довольно приличном количестве, потому что у нас работает 2 драги на реке Ирилях, моют пески целыми, считай, начинается с мая месяца. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь моют пески. Да. Очень прибыльные, между прочим. Они в этом году, я в инстаграме смотрел их пост. Очень-очень прибыльный получился у них год. Что-то они там... Сколько-то миллиардов. На сколько-то миллиардов долларов. Более несколько тысяч карат алмазов добыто, на сколько-то там миллиардов долларов. Друзья мои, я думаю, что если вы хотите об этом более точно узнать, сколько они заработали. Вот. Единственное, что у них тоже оптимизация, значит, людей, которые работают на драгах летом на промывочный сезон, их на зиму будут загонять на фабрику. То есть зимой будет работать фабрика, которая обслуживает шахты. Шахту. Да, шахту. Вот. И она у нас одна в Мирном осталась, интернациональный рудник. Все, зимой же нигде больше не добывают. Мир был, ну вот, мир, к сожалению, сдулся. И получается, что этих людей с драги будут переводить на шахту, на фабрику, и они будут зимой там работать. Летом там, летом тут. Хотя получается так, что они работали раньше круглый год, каждый на своем месте. То есть те, кто на драге, те на драге и числились. Я не знаю, как они там обслуживанием каким-то занимались. Что. Ну вот как-то это все вот так. Так, мы сейчас едем по улице Ленина, да? Институт Якут-Днепроалмаз, кто помнит, он практически не изменился. Немножко там его подкрасили, подмазали сайдингами. Дома по вот эти 4-этажки, они все у нас красивые по Ленину, да, видите, вот эти 3-этажные дома, старые, даже не помню, какие в них были магазины еще в советское время. Сейчас у нас тут Мам Купи называется, уютный дом, магазин Счастья, магазин Милана и Оптика. Вот так весь 1-й этаж занят вот такими интересными магазинами. Кто помнит, пишите, что находилось в этих магазинах
которые я сейчас перечислил. Это получается, если смотреть на ДК Алмаз, по правую сторону вот эти трехэтажные дома. Что там в них сейчас? Гостиница Зорница, ее выкупили, ее продали, вернее, Азимут отелем, как и наши санатории Голубая Волна и санаторий в Геленджике. Забыл, как он называется. В Геленджике Голубая Волна, а второй санаторий у нас находится, ну, тоже, короче, на Черноморском побережье. Елки-палки, я уже 20 лет как не был в этих санаториях. Хотя, по-моему, вот этот сезон был последний для Голубой Волны. Его тоже закрывают на реконструкцию. Я так понимаю, Азимут отели, они уже никакого отношения к Алроса не имеют. Они к нашему профсоюзу тоже не имеют никакого отношения. Они будут теперь чисто вот обслуживать, не знаю кого. Потому что это сеть отелей Азимут. Они по всему миру, у них отели, как и за границей также. Можете зайти, прогуглить, посмотреть. Такие вот дела, друзья мои. Сегодня очень хорошая погода, солнышко. Прям радует. Потому что температура поменялась, на 4 градуса потеплело. Но я думаю, что часа через 3, наверное, все вернется на место, потому что солнце опять уйдет близко к горизонту, туда за гору спустится, в сторону рудника Интернационального туда, и все, и температура опять вернется на место. Вот эти дома по Ленинградскому проспекту, ничего, их вроде маленько подкрасили, подмазали, они так не сильно облезло выглядят. Но еще не в 2020 году, по-моему, в 2019 году их ремонтировали. Ремонтировали, конечно, фасады. Потому что с той стороны мы сейчас заедем, посмотрим. Я, если честно, не помню. Мне кажется, они там не совсем приглядно выглядят. Это вот дом Ленинградский 19. Помните, дом с орденами комсомола. Это наше, можно сказать, место такое историческое, которое не меняет своего обличия. Прямо напротив храма Свято-Троицкого у нас ордена комсомола. Сами понимаете, да? Два абсолютно антагонистических предприятия находятся друг с другом рядом и нормально сосуществуют. Вполне мирно. Когда-то, да, помните, все это, когда коммунисты пришли к власти, они начали уничтожать все, что связано с церковью и с христианской верой. Все, ордена на месте. Сейчас мы посмотрим во дворе, как фасады выглядят. Ну да, конечно, они все облезли. Все это облупилось, потому что это был не 19-й год, это был, наверное, год 17-й примерно, когда красились фасады со двора. Как обычно, как говорят, старые дома прикрылись евровагонкой. Надо только смотреть, чтобы евро не слетело с советского. Так, сейчас у нас обеденный перерыв. Посмотрим после обеда, может, даже продолжим наше путешествие. Друзья, сейчас еще немножко заедем в одно место, поснимаем чуть-чуть. Один интересный двор. Я в нем давненько не был. Вот смотрите, это Аюнского дом 7. Вот он, да, это тот дом, где мы вчера были. Позавчера, вернее, там ЗАГС у нас. Смотрите, вот свечки, вот эти 9-этажки. Дом 25 и 25/1, по-моему, да? Дробь 1. Свечки, да. Мы видим тут по двору. Вот со стороны уже Аюнского 7, это вот со стороны жилых подъездов. Потом, кто помнит, друзья, всегда ходили вот через этот туннель. Помните, да, под домом? Всегда туда проходили.
Я, помнится, ходил то ли в школу, то ли в детский сад. В детский сад, по-моему, еще ходил. Так, кстати, вот еще тут детский садик, кто знает. Номера не скажу, не буду врать. Помню, у меня старший сын сюда ходил, по-моему. С этой стороны это у нас двор, здесь бассейн Кристалл с этой стороны. И мы сейчас уезжаем вот к этому дому Амосова, который детский мир был. Так интересно, его панельный, его верхушку оставили не крашеной, а низ покрасили в синий цвет. Первый этаж. Никогда не красили, тут что-то раз и покрасили. Все машинами заставлено. Ну как в любом городе. Сейчас еще рабочее время не закончилось, а после 5 вообще все будет заставлено машинами. Несмотря на то, что на улице уже мороз, и утром где-то градусов 20 мороза. А мы в этот магазинчик опять заедем, в Айсберг. Ну, я не буду ничего вам снимать здесь, потому как я вас уже ознакомил с ценами в этом магазине. Кстати, вот смотрите, уже 5 часов, да, почти в 5 идет время. А уже все, солнца уже нету. Оно вот за горизонт, как я обещал, оно уже зашло. Уже закат. В 5 нету еще. А в 6 уже будет темно. Еще одна такая же машина. Друзья, для вас магазин Темп. Я обещал, конечно. Обещал я. Обещал, что сниму не просто продукты, а именно рыбный отдел, где икра и рыба. Рыбка у нас почем? Семга. Вот. Икра зернистая дальневосточная лососевых рыб 1100 рублей за 250 грамм. 1100 рублей икра. Семга 1100. Пелеть. Пелеть, но это местная, я так понимаю. Пелеть 500 рублей слабосоленая. Щучка слабосоленая 400 рублей. Селедочка 270, скумбрия 370. Ясь 550. Это привозная. Но солят здесь местные. И ряпушка есть 400, 650 рублей. Судак 850 рублей. Щучка 720 рублей вяленая. Вот щучку я беру обычно очень вкусная. Так вообще магазин-то большой. Смотрите, какая вот щучка копченая. Обалдеть, свеженькая вообще, 600 рублей. Омуль. Ну это получается чир муксун, наверное. Муксун 850 рублей, омуль 950. Это холодный копченый. Кита 850 рублей. Форель 1700. Тиша муксуна. Муксун местная рыба северная. Пелеть. Муксун. Скумбрия. Ну скумбрия нет. Муксун. Вот самый вкусный вот этот. 850 рублей. А тиша. Ну, животики. 650. Очень вкусная рыбка вообще, я вам скажу. Друзья, я любитель рыбы. Но здешний вот местный предприниматель солит рыбу, коптит, вялит. Вообще просто обалденно. Я всегда отсюда вожу в Новосибирск рыбу. Хотя я не скажу, что в Новосибирске там рыбы нет. Там есть рыба. Но не то пальто, я вам скажу. Здешний сделают намного вкуснее. Ну, цены судите сами. Можно, конечно, с чем сравнивать есть, да. Молочку я вам не буду показывать, тут неинтересно, она в среднем по городу одинакова. А вот фрукты, овощи я хотел бы снять, сравнить с Айсбергом магазином. Апельсины 220 рублей ЮАР, киви 350 рублей. А вот груша конференция 300 рублей, груша Пакхам 270 рублей, виноград дамские пальчики 250,
Кишмиш 280. Слива Молдова 250 рублей. А вот яблочки по 250. Гала. Семеринка здесь 220. Кстати, там в Айсберге были дешевле. Так вот, бананы здесь 250 рублей стоят. Это дешевле, чем в Айсберге. Арбуз астраханский 90 рублей за килограмм. Ну, такие цены. Вот такие вот цены. Ну все, друзья, быстренько прямо вообще. Как с пулемета пробежался. В магаз же не пускают без масок. Хотя я вам скажу, даже если бы я без маски пришел, ну, сказали бы там, возьмите одноразовые, вот они там есть у них. Фу, я уже морозно на улице, прямо чувствуется, что зима. Якутия есть Якутия. Короче говоря, я сегодня для вас заснял все, что хотел. Немножко по городу пробежался, немножко в магазинчик заскочил. Выполнил заявочку по поводу, почем у нас икорка, почем у нас красная рыбка. Это мне хабаровчане задавали такой вопрос. Написано Дальний Восток икра, а уж там правда, неправда, я не знаю. Все, друзья, на сегодня все. Оставайтесь на нашем канале, не забывайте подписаться и поставить внизу пальчик вверх. Вот так. Обязательно буду меньше ставить вот это вот всплывающие вот этой вот рекламки. Ну, поставлю несколько штучек, чтобы люди просто не забывали подписаться. Ну да, я что-то немножко там переборщил, не спорю. Буду, как говорится, покорный ваш слуга. До новых встреч.